Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Резиденты технопарка Якутии разрабатывают инновационные продукты, позволяющие развивать экономику региона. Многие стартапы у якутян на слуху. В частности, в стенах технопарка недавно запущен новый сервис по диагностике компаний. Сервис позволяет провести оценку бизнеса по 44 показателям. По результатам оценки будут предложены меры поддержки, необходимые бизнесу в данный момент. Об этом и не только поговорим с гостем студии Петром Габышевым, директором технопарка Якутия. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем полезен такой новый механизм для предпринимателей? Он позволяет максимально быстро выявить слабые и сильные стороны проекта, и дать им поддержку, которая будет для них максимально эффективна. Вот эта система позволяет оценить эту компанию и выявить ее слабые стороны какие-то. Мы проводим интервью с ребятами, что выясняем, на какой стадии, что им нужно востребовано сейчас, на данный момент. И выстраиваем систему поддержки таким образом, чтобы она была максимально эффективна и полезна для компании, скажем так. В этом году технопарк Якутии отмечает свое десятилетие. Расскажите об истории создания этого учреждения. Время, на самом деле, пролетело очень быстро, уже 10 лет технопарку, и он стал именем таким нарицательным, наверное, у нас в Якутии. В далеком 2012 году, 18 мая, я пришел в технопарк. Меня позвал тогда министр инноваций, сейчас и будущий, нынешний Семенов Анатолий Скалонович. Я когда пришел в технопарк, была только бумажка, указ главы создания технопарка, и не было больше ничего. И вот мы этот период сейчас вспоминаем уже с улыбкой, потому что были молодые, скажем так, наивные, не знали, что вообще, что такое технопарк, зачем он нужен, какие компании там должны быть. И вот путем проб, ошибок, путем переговоров с этими же компаниями, которыми наши первые резиденты были, мы выяснили, что им нужна производственная база с офисными площадями, поэтому мы купили вот эту базу на Дзержинского 76, приобрели. И в декабре 2012 года мы открылись, и это был, скажем так, показатель, что это был правильный выбор, потому что реально резиденты первое время они производили продукцию, им нужны были офисные помещения, складские помещения нужны были. И история показала, что это был правильный выбор, и рост компании не заставил себя ждать, потому что в 2012 году мы начинали, компании было 12 у нас компаний, по итогам 2013 года была уже компания 30 у нас в технопарке, и рост был, большой. Вот, учитывая десятилетний юбилей, который будет, очевидно, праздноваться в скорое время, какую роль сейчас технопарк играет в инновационной экосистеме Якутии? Мы считаем, что мы играем центральную роль в инновационной экосистеме. Мы ядро инновационной экосистемы, мы так себя всегда позиционировали. И такую роль на себя взвалили, скажем так, на свои плечи и несем. То есть мы объединяем и университет, и бизнес, и сообщества какие-то научные, и правительство объединяем. То есть и стараемся всех приглашать к себе на площадку, проводить мероприятия, общаться, устраивать какие-то семинары, мастер-классы проводить, старт-сессии постоянно проводим, тоже у нас в технопарке все проводится. Здесь место, где встречается бизнес, встречаются правительства, встречаются предприниматели, и происходит такое вот общение, происходит какая-то выработка целей какие-то общие, какие-то направления развития дальнейших. И поэтому технопарк, мы считаем, что мы центральное место занимаем в инновационной экосистеме. И думаю, что так и будет продолжаться дальше. Вот и ловлю вас на слове. Если технопарк занимает центральное место в инновационной экосистеме, чем же занимаются резиденты технопарка? Каковы основные направления их деятельности? В данное время это, конечно же, IT. В общем, все мы знаем, что сейчас у нас в Якутии IT-бум. У нас сейчас более 115 IT-компаний в технопарке, все они находятся в IT-парке. Кроме этого, это еще биотех, биомед. Это тоже показало свою актуальность, потому что мы сейчас, понимаете, пандемийное время. И проекты биомеда, биотеха сейчас тоже вышли на передний план. Они сейчас активно развиваются. Я об этом чуть позже скажу, тоже один проект, про один проект. И кроме этого еще это проекты по транспорту, по строительству, по новым материалам. Такие более приземленные проекты, которые направлены на улучшение жизни населения нашей республики. Петр Петрович, с 2019 года нам известно, что технопарк Якутия является региональным оператором фонда Сколково. Какие преимущества дает такой статус? Да, спасибо за вопрос. Это очень было полезно, потому что компании сейчас, компании текущие,
они не обязаны ехать в Москву, находиться в Сколково, а получать все льготы, находясь у нас в Якутии. То есть, ну, если вы знаете, есть такой федеральный закон на Сколково, дающий льготы по налогам, по налогу на имущество, по налогу на прибыль, по другим налогам, земельным налогам. И компании раньше должны были выезжать в Москву, находиться в Сколково и там получать льготы. Вот с 2019 года такая необходимость отпала, то есть они находятся у нас в Якутии, в технопарке и получают все льготы Сколково здесь, находясь здесь. И за это время уже более 15 компаний получили статус Сколково, резиденты Сколково и стали получать льготы. Заметьте, что с технопарком связано загадочное число 10. Вы отмечаете десятилетний юбилей, и более того, технопарк Якутия входит в десятку лучших технопарков в стране. Какие достижения и показатели этому поспособствовали? Это была долгая работа, на самом деле. Мы, ну, как, наверное, все делают, изучали рейтинг технопарков, на чем он строится, какие там у него базовые показатели, как они оценивают технопарки. И это выручка резидентов, количество резидентов в технопарке, их, скажем так, продвижение, их успехи на внешней арене, да, в России, там, в мире. Этих показателей очень много, на самом деле, их около 40. Вот, и мы, значит, по основным показателям, ну, скажем так, подтянулись. Стараемся их показывать в хорошем виде, скажем так, да, чтобы, ну, скажем так, бьем даже в эти показатели, в эти цели. И последние 3 года мы занимаем стабильно топ-10 место в топ-10 технопарков России, а по некоторым даже уже 5-6 место занимаем в России. То есть мы думаем, что не за горами то время, когда мы войдем в топ-5 технопарков России. Я думаю, что это год-два еще максимум. Тогда давайте поговорим и о самых значимых достижениях резидентов технопарка Якутия. Как я уже обещал отметить, что мы сейчас отмечаем, что рост компаний в биомедии, в биотехе очень большой. Поэтому я хочу отметить компанию Сайберия, которая разработала программный комплекс для анализа КТ-снимков легких. Все мы знаем, что во время пандемии, значит, был большой наплыв на КТ, томографию, да, компьютерную, и анализ снимков занимал очень большое время. То есть врачи анализировали где-то минут 40 на снимок, чтобы поставить диагноз правильный. Вот этот программный комплекс позволяет за минуту оценить степень поражения легких, поставить правильный диагноз. Вот, и компания Сайберия разработала этот комплекс, и во время пандемии он использовался, до сих пор используется в Якутии, в 15 лусных больницах используется. Кроме того, уже в России он используется в некоторых регионах, и даже сейчас они выходят за рубеж. То есть такие страны, как Хорватия, Таиланд, Румыния, Казахстан используют этот комплекс программный для постановки диагноза. Это помогает, очень сильно помогает врачам поставить диагноз быстро и правильно. Но такие международные достижения, наверное, все-таки начинаются с малого. Есть ли в технопарке Якутии какие-то профориентационные курсы для школьников или студентов? Наверное, мы где-то с года 15-го решили себя, что нам нужно уделять больше внимания школьникам, потому что подрастающее поколение очень важно. Ну, с ними никто не работает, по большому счету, в данном направлении. Поэтому мы сейчас активно работаем со школьниками, со студентами, с вузами, с ВУЗами. Вот прямо сейчас мы запускаем программу «Навигатор-инноватор», мы сейчас со Сколково. Более 200 детей пройдут эту программу, пройдут. И планируем, значит, дальше этим тоже заниматься. Постоянно мы проводили экскурсии для школьников до пандемии. У школьников это большой интерес вызывает очень. То есть, ну, видишь их горящие глаза, они интересуются, как это происходит, что такое инновация, вообще, что такое IT, почему это, как это вообще работает, почему нужен технопарк. И мы видим, что та работа, которую мы проводили с 2015 года, уже выпускники школ, которые в то время были выпускниками, они приходят к нам уже и становятся нашими резидентами. Они поступили в вузы, они знают, что такое есть технопарк, они разработали какой-то проект и идут в технопарк. То есть такой отложенный эффект мы уже получаем сейчас. То, что мы как бы заложили зерно в 2015 году, оно сейчас уже выросло, и вот, скажем так, потребляем те плоды тех. Нам известно, что у технопарка Якутии есть еще такой конкурс, который называется «Моя профессия IT». Можете ли рассказать об этом чуть более подробно? Он обычно проходит у нас весной. В этом году у нас прошел уже 5-й раз этот конкурс «Моя профессия IT». И он был рекордным, потому что количество участников превысило 1500 человек по всей республике. Мы охватили 22 района республики. Был очень большой ажиотаж. То есть ребята прям, ну, не знаю, бились за место поучаствовать в этом мероприятии, в этом конкурсе, потому что очень хорошие призы. Нас стабильно поддерживает компания InDriver Майтона. Выделяются места целевые в центральных вузах России для поступления победителей этого конкурса. Поэтому
Очень хорошие призы ну, даются детям, ребятам. И впоследствии, кто победил здесь, получает как бы путевку в жизнь. То есть они получают профориентацию, получают даже какие-то навыки, которые потом им очень сильно пригождаются в будущем. Поэтому мы обязательно продолжим конкурс, и весной будущего года попытаемся еще больше делать охват районов, еще больше участников сделаем, попытаемся, чтобы было. Ну и будем также стараться работать со школьниками. Но там школьники уже помладше участвуют, там уже 8 класс, 9 класс участвует, 7 класс даже участвует. Тогда давайте вернемся все же к 10-летнему юбилею. Это очень приятная тема. Какие мероприятия у вас будут запланированы в рамках празднования? По сути, они уже начались. То, что я говорил, навигатор-инноватор со Сколково начался. И сейчас вот в этот период, с октября, наверное, по конец декабря, запланировано очень много мероприятий. У нас будет большая выставка Музея России «Моя история». Выставка, значит, наших достижений, наших резидентов достижений. Наши планы будем тоже нам рассказывать. Планируются мастер-классы, семинары, тоже тренинги, конкурсы различные. То есть я призываю вас следить за новостями в нашем инстаграме, на нашем сайте. Все анонсы будут там опубликованы. Пожалуйста, участвуйте, будет очень интересно. И мы постараемся пошуметь эти 3 месяца, пошумим перед нашим юбилеем, скажем так. А помимо празднования, какие есть еще планы у технопарка Якутия, если мы будем заглядывать на несколько событий вперед? Ну, последние как раз 2 года показали, что необходимость в биотех-кластере она очень сильно выросла, потому что у нас очень много биотех-проектов, а кластер маленький. Он уже туда проекты не вмещает. Поэтому сейчас вот мы хотим